Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Бахчисарай – это сердце Крыма. Во всемирной истории он известен прежде всего как город, в котором на протяжении 2,5 столетий располагалась столица Крымского ханства. Бахчисарай прекрасен не только своей древностью, но и своей живописностью. Он заслуживает особого внимания. Поэтому я приглашаю вас на большую прогулку по Бахчисараю. Мы пройдемся узкими улочками ханской столицы, взглянем на нее с окрестных высот и познакомимся с ее историческими памятниками. Бахчисарай возник не на пустом месте, и появлению здесь столицы предшествовала многовековая история. В прошлом на территории современного Бахчисарая существовало сразу несколько различных поселений, и история каждого из них – это тоже история города. Прежде чем подробно познакомиться с каждым из них, давайте осмотримся вокруг и проложим маршрут наших будущих прогулок. В этом нам поможет протекающая по Бахчисарайской долине река. Бахчисарайская долина. Путешественники прошлых столетий считали, что когда-то она была руслом гигантской реки, и что в древности к этим скалам пришвартовывались корабли. Это, конечно, всего лишь миф, ведь долина Бахчисарая слишком коротка для этого. Речушка, что змеится по ней внизу, никогда не была особо полноводной, но она имеет другую, отличительную особенность. Если следовать вдоль ее течения, знакомясь с историческими памятниками, что будут встречаться по пути, то получится как будто путешествие во времени от более старых сооружений к более новым и от более древних эпох к эпохам менее отдаленным от нас во времени. От истока этой реки, затерянного в тесном заросшем ущелье, мы и начнем сегодняшнее путешествие. Утоляя жажду чистейшей водою из этого родника, трудно поверить, что река, которая берет в нем начало, носит название Чуруксу, то есть гнилая вода. Ниже по течению она действительно весьма загрязнена,
И начало этой экологической проблеме было положено еще во времена Крымского ханства, когда по берегам речушки было выстроено множество кожевенных мастерских. Кожевенное производство использует много чистой воды и сливает обратно в реку много грязной, отработанной. Таким образом, в 17 веке эта речка и получила свое название, которое она носит и сегодня. Однако она не всегда носила это имя и раньше называлась иначе. До того, как превратиться в Чуруксу, эта речка называлась Ашлама. Слово «ашлама» обозначает садовую прививку, а еще так назывались привитые фруктовые сады, что когда-то располагались в этом ущелье. От них название и перешло к протекавшей мимо речушке, но впоследствии, как мы уже знаем, она получила другое имя. Здесь, в этих ущельях, мы и встречаем на своем пути самые первые, самые древние памятники. На горных склонах, под скалами, кое-где до сих пор можно найти острые кремневые осколки. Это следы деятельности первобытных охотников, которые жили здесь десятки тысяч лет назад и изготавливали из камня ножи и наконечники стрел. А рядом, в низине, были найдены и следы таврских поселений. Далее, слева от реки, сплошной стеной вырастает в небо отвесная скала. Это твердыня, созданная самою природой. На вершине этой скалы, в защищенном и безопасном месте, и возник первый город на территории нынешнего Бахчисарая, укрепленное поселение. Скала, на вершине которой расположен этот город, стоит на рубеже двух миров – гор и степей. С нее можно широко обозревать окрестности и вовремя заметить приближение любого противника, а затем, если необходимо, и успешно отразить его наступление. Неудивительно, что правители всех держав, которые когда-либо владели полуостровом, проявляли особый интерес к этой крепости. Первые стены и укрепленные ворота в этой крепости появились еще в византийское время. Камень для них добывали, вырубая в скалах многочисленные пещеры. С тех пор крепость неоднократно меняла своих хозяев. Свой окончательный вид крепость обрела при первых крымских ханах, которые обустроили здесь свою укрепленную цитадель и целый город с центральной площадью и мечетью. Ханы называли это укрепление Кыркьер, а с 17 века оно стало более известным под своим другим названием Чуфут-Кале. С вершины Чуфут-Кале открывается прямой вид на всю Бахчисарайскую долину и дальше, до самого моря, сияющего на горизонте. В этом направлении, вслед за течением реки, мы и направимся далее. Спустившись с горы в низину, мы увидим у подножия Чуфут-Кале несколько старинных зданий. В прошлом, вместе с несохранившимся до наших дней ханским дворцом Девлет-Сарай, они украшали собою первую столицу первых крымских ханов. Сейчас эти памятники расположены в восточном квартале Бахчисарая, в Салачике.
Но 5-6 столетий назад этот квартал был отдельным городом, причем более древним, чем сам Бахчисарай. Мы обязательно вернемся сюда в одной из наших следующих прогулок. Селение, в котором располагался ханский дворец Девлет-Сарай, называлось Салачик и являлось первой столицей Крымского ханства. У Салачика был свой город-спутник Эскиюрт, что располагался уже за пределами долины, на просторах равнин. Дорога между этими двумя городками шла вдоль берега реки, которая покидала узкое Салачикское ущелье и выходила в более просторную долину Аба, сплошь укрытую обширными полудикими садами, среди которых там и здесь можно было различить крыши редких одиночных усадеб. Этот старинный мавзолей, известный в городе под названием Эски-Дюрбе, принадлежал хозяину одной из таких усадеб. Еще не так давно, помимо мавзолея, здесь невдалеке можно было увидеть остатки каких-то стен, которые, вероятно, ограждали его двор и дом. Местное предание называли его Дере-Беем. Жил он, вероятно, более 600 лет назад, когда здесь еще не существовало города. И вот, наконец, река выводит нас к следующему важному событию на линии истории. Хан Сахиб Герай, который многократно проезжал этими берегами по пути в Салачик и обратно, решил построить здесь новую резиденцию для себя. В 1532 году среди прибрежных садов поднялся сперва легкий павильон с фонтаном в середине, а затем строители взялись за возведение нового ханского дворца, который так и был назван «Дворец в садах», то есть Бахчисарай. Со дня своего основания и до самого конца существования Крымского ханства дворец постоянно расширялся и увеличивался, год от года, век от века. Многие ханы желали оставить по себе память потомкам, и поэтому добавляли к дворцовому комплексу новые здания, сады, фонтаны, на которых были начертаны их имена. Вскоре над речкой появилось множество мостов, а по косогорам над новой ханской резиденцией сетью разбежались улочки жилых кварталов, над которыми вскоре выросло и множество минаретов. Так родился новый столичный город Бахчисарай. Эту эпоху можно, наверное, назвать лучшей в истории Крымского ханства, когда прежний противник Крыма, Золотая Орда,
был уже побежден, а новый, Московское царство, еще не набрал силы, и Крым наслаждался полной безопасностью. Похоже, что строители ханского дворца были настолько уверены в мощи своей державы и в нерушимости наступившего мира, что при строительстве новой ханской резиденции принимали во внимание скорее соображения красоты и удобства, а не безопасности. Ведь с военной точки зрения ханский дворец построен в весьма уязвимой местности. Вход в столичную долину был защищен лишь несколькими дозорами и артиллерийскими расчетами на окрестных скалах, одна из которых так и называлась Топ-Кая, то есть пушечная скала. Зато Бахчисарай получился очень красивым. При взгляде сверху долина напоминает шкатулку, доверху наполненную разноцветными драгоценными камнями. По старому Бахчисараю можно гулять многими часами, осматривая его улицы, дома и фонтаны. Этот город, несмотря на все перемены, во многом сохранил свой уникальный исторический облик. И он никогда не забудет о своем столичном прошлом. Бахчисарай охотно готов поделиться тайнами своей истории. И в наших следующих передачах мы снова и снова будем возвращаться в этот замечательный город. Эта живописная долина испокон веков была важным административным центром юго-западного Крыма. В ней располагались столицы здешней округи и в византийские времена, и при Аланском княжестве, и при Золотой Орде. А в эпоху Гераев эта многовековая традиция получила свое окончательное воплощение, когда здесь, в этой долине, одна за другой встали две новые столицы всего Крыма. Вначале Девлет-Сарай, а затем и Бахчисарай. Речка Чуруксу, проведя нас от истока через Бахчисарайскую долину, покидает ее и стремится на запад, слиться со своей старшей сестрой Качей и уже вместе с нею направиться к Черному морю. А мы остаемся здесь, в Бахчисарае. Нам предстоит захватывающее и подробное знакомство с ханской столицей. Прогулки по Крыму с Алексой Гайворонской. Давайте вместе откроем эту землю.